Здравствуйте. О главных правовых и чрезвычайных событиях дня расскажу вам я, Муслим Ганиев. В эфире программа «Хроника происшествий». В автоаварии с участием легковушки, микроавтобуса и грузовика один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Сообщение о ДТП на ФАТ «Кавказ» поступило в дежурную смену регионального главка МЧС накануне вечером. Пострадавшие на машине скорой помощи и попутным транспортом доставлены в травматологическое отделение и РКБ в Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники МЧС и пожарно-спасательного отряда ЭРЗИ. В охотугодьях Малгобекского района ликвидировали браконьерские ловушки, предназначенные для ловли фазанов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Республики. Для охоты браконьеры создают нехитрую конструкцию, которая представляет собой раму квадратной формы с натянутой поверх сеткой. Такие установки подлежат уничтожению, поскольку наносят природе огромный вред, сказали в министерстве. Отмечается, что подобные методы браконьерства неприемлемы и нарушители будут отвечать по всей строгости закона. Малгобекская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу нефтепродуктов и повреждении нефтепровода. Это 158 и 215 статьи УК РФ. По версии следствия, обвиняемый 2 января прошлого года в ночное время на окраине сельского поселения Южное из корыстных побуждений просверлил отверстие и установил незаконную врезку в нефтепровод, принадлежащий Ингушнефти, после чего приварил кран, чем создал условия для хищения топлива. Через месяц он вернулся на место преступления, чтобы довести до конца свой преступный умысел. Однако продолжить не смог, так как образованная им врезка была обнаружена работниками частной охранной организации. Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд республики для рассмотрения по существу. Такие были новости на сегодня. Встретимся с вами завтра в это же время. До встречи.